В эфире программа «Амчера». Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске мы поговорим об итогах уходящего года в экономической отрасли страны с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган. Кристина Константиновна, здравствуйте. Хотелось бы поговорить об итогах уходящего года в экономической отрасли страны. Чего смогли достичь? Спасибо большое. Очень рада возможности в таком формате пообщаться. И, на мой взгляд, это очень интересный формат, потому что позволяет каждому из нас дать максимум информации, которой мы располагаем. И нашим гражданам, конечно, интересно понимать, что происходит в экономике и в целом в стране. Безусловно, говоря об экономической ситуации, важно провести некий экономический обзор текущего года и, может быть, коснуться, прошедших лет для того, чтобы понимать, в какой ситуации мы находимся, какая у нас динамика и движемся ли мы в положительную сторону. Главные макроэкономические показатели, которые характеризуют экономическую ситуацию, это объемы ВВП, доходность бюджета, в основном это по собственным доходам и показатели отраслей экономики. И здесь, несмотря на то, что очень часто в обществе говорят о том, что нет серьезных экономических преобразований, нет серьезных экономических достижений, я бы хотела сказать, что это не совсем так. Конечно, хотелось бы, чтобы все было гораздо интенсивнее, гораздо эффективнее, но тем не менее вот за последние 3 лета мы наблюдаем, что положительные тенденции в экономике, они есть и они очевидны. Об этом свидетельствуют основные макроэкономические показатели. Я вот могу вам сказать, что за прошедшие 3 года у нас только объем ВВП в текущих ценах там увеличился на 74%. И здесь объективности ради надо сказать, что мы обязаны в этом показателе учитывать реальный ВВП, который достиг почти 38%. А что способствовало в это увеличению? Способствовало увеличению, конечно, изменения динамики показателей в отдельных отраслях экономики, которые увеличились за последние 3 года. У нас есть отрасли, где динамика роста или темпы роста превышают показатели в 200%. Да, вот, к примеру, у нас объем розничного товарооборота за 3 года увеличился в 2 раза. Конечно, здесь присутствуют и инфляционные процессы, но мы видим, что реальный розничный товарооборот в натуральном выражении, безусловно, вырос. Об этом также нам демонстрируют показатели внешнеэкономической деятельности, где у нас прирост по поставкам составил почти 67%. И здесь тоже надо иметь в виду, что это реальные потребности населения, которые выражаются в таких статистических данных. Сразу хочу сказать, одним из основных показателей экономической эффективности являются показатели промышленного производства. И здесь динамика у нас также положительная, она составляет 27%, но сразу надо сказать, что вот мы анализировали период 5-летний с 2018 года, и в структуре промышленного производства мы видим некую разбалансировку показателей в натуральном выражении непосредственно, и это обусловлено не снижением объемов промышленного производства по отношению, допустим, к 2018 или 2019 году, а именно тем, что у нас большое количество субъектов экономики используют такую организационно-правовую форму, как индивидуальные предприниматели. А у нас мы это не скрываем, и об этом часто говорим, и определенную работу в этом направлении проводим. Это то, что нам необходимо совершенствовать учет статистический именно в сфере деятельности индивидуальных предпринимателей, физических лиц, потому что, к сожалению, в официальной государственной статистике показатели деятельности таких субъектов экономики практически не находят отражения. Поэтому, если говорить об объективных показателях, они будут гораздо выше тех, которые я сейчас озвучила, если мы эту систему приведем в порядок. Что мы для этого делаем? Для этого, у нас орган госстатистики проводит соответствующие мероприятия. В 2023
2023 году были изменения внесены в соответствующий закон. И сейчас, значит, госстатистика готовит, и мы согласовываем различные нормативные правовые акты в этой сфере. Это касается и ведомственной статистики, и учета индивидуальных предпринимателей. То есть реализация этих направлений позволит нам иметь более актуальную статистическую информацию. Здесь есть очень жесткая позиция президента Абхазии относительно совершенствования этого механизма, и мы, безусловно, в этом направлении будем двигаться. Другие показатели, о которых я хотела бы сказать, это, безусловно, услуги. В данном случае у нас тоже превышение показателей более чем в 2 раза за 3 года. У нас существенно выросли показатели в сфере туризма, и также они разнятся по отношению к предыдущим периодам почти в 3 раза. И здесь надо сказать, что, конечно, у нас, несмотря на то, что объем строительных работ именно в этой сфере существенен, и это не заметить нельзя, тем не менее здесь идет речь, на мой взгляд, больше об увеличении уровня администрирования этой сферы деятельности. Это говорит о том, что наши соответствующие фискальные органы, в данном случае Министерство по налогам и сборам, проводит масштабную работу в этом направлении, и у нас только за последние 3 года существенно увеличилось количество мест размещения. Это говорит о том, что к учету принимается большее количество предпринимателей, нежели это было ранее. А в целом важно отметить, что значит, ужесточение системы администрирования или улучшение, безусловно, позволяет нам констатировать повышенные доходы, собственные доходы в государственный бюджет в динамике за последние 3 года. Они очень существенные, об этом очень подробно рассказывал мой коллега, вице-премьер-министр финансов Республики Абхазия. Это также один из показателей эффективности, значит, тех мер, которые сегодня предпринимаются руководством республики, и непосредственно то, что происходит у нас в экономике. Одним из очень важных показателей, и, на мой взгляд, одним из самых главных является, конечно, это численность занятых населения и, соответственно, показатели заработной платы. Как вы знаете, в динамике за последние 3 года у нас рост заработной платы существенен, и я могу вам сказать, что на 77% за 3 года увеличилась заработная плата в небюджетной сфере. О том, что в бюджетной сфере непосредственно также идет увеличение в рамках реализации государственной политики по увеличению заработной платы, она действительно имеет место быть, и здесь, как вы знаете, нам оказывают существенную помощь и Российская Федерация с определенного периода времени. Но могу сказать, что значит, удельный вес финансирования Российской Федерации расходов на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы ежегодно уменьшается, и, соответственно, доля расходов бюджета Абхазии на эти цели существенно возрастает. И та доходность, которую мы обеспечиваем, она позволяет нам справляться с данным обременением. На мой взгляд, здесь важно отметить системность в подходах к реализации экономической политики, и президентом и правительством здесь выдерживается четкая стратегическая задача относительно реализации тех целей, которые перед собой были поставлены. Как вы знаете, в 2021 году была утверждена государственная программа социально-экономического развития на 2022-2025 годы, в которой четко определены индикаторы, которые мы должны достигнуть в пределах срока, который предусматривает данная программа. По состоянию на декабрь 2023 года, то есть мы уже реализуем программу в течение 2 лет. Целевые индикаторы, которые мы себе ставили для исполнения, они достигнуты. И здесь надо сказать, что практически все задействованы в этом процессе. Это все ответственные органы исполнительной власти, которые отвечают каждый за свое направление, в принципе, эту работу проводят. Говорить, что все идеально, наверное, будет неправильно. Очень много работы, которая предстоит нам сделать в 2024 году для того, чтобы мы могли к 2025 году фактически привести, значит, те цели и задачи, которые мы перед собой поставили, к положительному результату. Хочу сразу сказать, что для того, чтобы у нас, значит, уровень социального положения в республике был выше, предпринимались ряд очень серьезных мер административных. В 2022 году были приняты изменения в законодательство, которые позволили правительству в административном порядке принимать решения
об определении минимального уровня заработной платы в небюджетной сфере, который был увеличен в рамках положений данного закона практически в 2 раза. То есть мы принимали постановление правительства, которое определяло предельный минимум заработной платы, которая должна выплачиваться в небюджетной сфере в размере 10%. Что это нам позволило? Безусловно, это увеличило размер подоходного налога, который непосредственно поступает в бюджет в первую очередь. Естественно, работодатели вынуждены придерживаться данного предела, а это стимулирует, так скажем, вывод из тени реальных расходов, которые несут работодатели при выплате заработной платы. Соответственно, уже меры административного воздействия в виде начисления налоговых платежей и их своевременной оплаты. И здесь сразу хочу сказать, что этот механизм нам позволил увеличить существенно поступление в социальные фонды. Я вот даже, к примеру, вам могу сказать, что у нас за 3 года темпы роста поступлений в внебюджетные социальные фонды составили 36% пенсионный фонд, 53% фонд соцстраха, страхование, фонд инвалидов 45%, медицинского страхования 59%, ну и так далее. Что это нам позволяет? Соответственно, увеличить расходы по социальным гарантиям наших граждан. И, как вы знаете, такие решения принимались. Что нам еще предстоит сделать? Нам, безусловно, очень много предстоит мероприятий в сфере совершенствования механизмов в финансовой сфере, в банковской сфере, как я сказала, в сфере статистики и учета, и администрирования. На наш взгляд, очень важным достижением является то, что у нас есть определенная договоренность с коллегами из Российской Федерации относительно оказания технической поддержки Министерству по налогам и сборам по созданию автоматизированной системы администрирования. Что это нам даст? Соответственно, это технический программный продукт, который позволит совершенствовать механизм учета налогоплательщиков и, соответственно, их налогооблагаемой базы. Это очень важное достижение, которое, на наш взгляд, позволит значительно увеличить доходную часть бюджета непосредственно по собственным доходам. Данная программа рассчитана у нас на 2024-2026 годы. Практически данное мероприятие будет реализовываться в рамках соответствующего соглашения между Министерством по налогам и сборам и соответствующим федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации. И, соответственно, мы очень ждем, когда приступим к реализации данного проекта. Такая же схема у нас, скорее всего, будет реализовываться в сфере таможенного администрирования. Вы знаете, мы в рамках программы гармонизации проводим большую работу по нормативно-правовому обеспечению, и одно из мероприятий программы – это, безусловно, также увеличение, не увеличение, а улучшение системы администрирования в таможенной сфере в том числе. Министерство экономики уже 2 года реализует программу поддержки малого и среднего предпринимательства. В 2023 году сколько проектов было поддержано и вообще какая сумма выделена в целом? И самое главное, какие налоговые поступления в бюджет от этих? Безусловно, это важное направление. Здесь я хочу сказать, что, как вы знаете, у нас отсутствует законодательство, регулирующее деятельность непосредственно малого и среднего бизнеса, и по каким критериям предприятия относятся к данной категории. Но, тем не менее, у нас очень большое количество предпринимателей относятся к сфере малого бизнеса. И на протяжении 2022 года и 2023 года реализовывалась соответствующая программа, утвержденная постановлением правительства. В 2022 году было реализовано 47 проектов на общую сумму субсидирования 50 миллионов рублей. И, соответственно, в 2023 году 67 субъектов экономики в сфере малого и среднего бизнеса получили субсидии на общую сумму 50 миллионов рублей. Эта программа будет иметь, соответственно, продолжение, и мы надеемся, что получатели субсидий позволят в дальнейшем развивать это с каждой свое направление. У нас финансирование осуществляется в 3 направлениях. Это ремесленничество, это производство и туризм.
А налоговые поступления в бюджет? Конечно, они все зарегистрированы, состоят на налоговом учете. У нас есть предприятия, которые только с учетом получения субсидий начали свою деятельность, и есть те, которые непосредственно уже были налогоплательщиками, и, соответственно, эти средства направлены на развитие. Естественно, налоговые поступления тоже. Поговорим об энергосистеме страны. Это очень актуальный вопрос, который волнует наше общество. В уходящем году каких достижений было достигнуто именно в этой отрасли? Какие работы были проведены по модернизации энергосистемы страны? Поговорим и о приборах учета, которые были установлены, и насколько установка этих приборов учета улучшила потребление, может быть, даже снизила потребление. Да, об энергетике и о ситуации в этой отрасли, конечно, мы немало говорили и, может быть, даже эмоционально говорили, но это очень такая животрепещущая, тяжелая тема сегодня для общества в целом и непосредственно для правительства республики. Конечно, сразу скажу, что те меры, механизмы, которые используются, они не популярны и они объективны, потому что понятно, что когда идет реформа и идет радикальная реформа, конечно, она всегда вызывает определенный негатив. Надо понимать, что значит, объективная ситуация складывается таким образом, что без проведения таких радикальных мер ситуацию в энергетике исправить сложно. Я не хочу повторяться, но не сказать не могу. Значит, потребительское отношение к энергетике в течение практически 30 лет фактически спровоцировали или создали ситуацию, в которой оказалось наше общество сегодня, непосредственно конкретно данная отрасль. И для того, чтобы исправить ситуацию, нужны были радикальные меры. Радикальные меры, значит, они в себе несут, безусловно, финансовый характер. И финансовый характер в данном случае – это тарифная политика. Это то, что, конечно, не нравится, но это то, без чего исправить ситуацию в энергосистеме республики будет очень сложно. Электросетевое хозяйство, как вы знаете, характеризуется серьезным повышенным износом, а финансовое состояние компании в тех параметрах, которые оно было по состоянию на 2020 год, фактически не позволяло хотя бы каким-то образом приступить к решению этих задач. Значит, поэтому была сформирована соответствующая тарифная политика, но чтобы она была более-менее щадящая, мы ее растянули на 5 лет. Поэтому сейчас следуем этой тарифной политике, которая у нас действует до 2026 года с ежегодным увеличением тарифа. И чтобы не увеличивать тариф в разы, мы, соответственно, разбили его на 5 лет. Что это нам дало? Конечно, в первую очередь, я люблю говорить о том, что значит, объективно в плюсе и объективно в минусе. Что из объективного в минусе? Это то, что, конечно, мы не привыкли платить за электроэнергию на протяжении, значит, большого периода времени. И есть определенные протестные настроения. Это безучетная политика в системе энергохозяйства, которая была, в принципе, сформирована. Это все провоцирует определенный уровень, невысокий уровень собираемости за электроэнергию. Но при этом надо сказать, что, тем не менее, выручка компании существенно возросла. Если она в 2019-2020 году составляла до 400 миллионов рублей, то за 11 месяцев этого года она уже составила порядка 780 миллионов рублей. Что это дает компании? Это позволило компании провести даже в текущем году достаточно существенный объем подготовительных работ к осенне-зимнему периоду и снижение уровня аварийности. Это и замена трансформаторов, это и, значит, очистка, значит, от зарослей кустарников и, соответственно, деревьев под линиями электропередач. Это профилактические работы в большом количестве подстанций и ряд других мероприятий. Приобретается необходимая техника, материалы для того, чтобы компания могла обеспечивать хотя бы минимальный уровень снижения аварийности. Значит, что касается того, как мы пытаемся, значит, повысить уровень администрирования, да, в сфере энергетики,
риск – это, безусловно, учетная политика компании, это правильная статистика потребления, обоснованная статистика потребления и обоснованная статистика, значит, предъявления счетов за оплату, по оплате за электроэнергию. В этом смысле мы определенную работу провели за эти 2,5 года. На сегодняшний день практически уже установлено более 22 тысяч приборов учета. Вот у нас на следующий год планируется большая программа. Мы сейчас как раз на завершающей стадии переговорного процесса относительно, значит, приобретения значительного количества приборов учета. Это порядка 20 тысяч единиц, которые будут устанавливаться в течение 2024 года. И здесь я хочу сказать, что система учета и, соответственно, установка приборов учета нам практически демонстрирует, как это работает на практике. Да? У нас снижение потребления электроэнергии по отношению к 2022 году уже составляет порядка 32%. У нас только за декабрь, вот берем, к примеру, 1 месяц, мы потребили порядка 116 миллионов киловатт-часов. Учитывая, что полмесяца фактически прошло, если мы, условно говоря, удвоим эту цифру, даже если мы получим 240 миллионов киловатт-часов и соотнесем их с показателями 2022 года, то это уже на 30% меньше будет по отношению к общему периоду. Но если в цифрах конкретно декабрь, значит, 2022-2023 года, то в 2022 году у нас потребление было 285 миллионов киловатт-часов. Значит, а если я говорю, что будет 240, то мы почти на 40 миллионов киловатт-часов потребим меньше. А в 2020 году этот показатель составлял 267 миллионов киловатт-часов. То есть вот эти меры, которые предпринимаются, они реально эффективны. За 1 год снижение показателя потребления на 30%, это неоспоримая вещь. Значит, мы в правильном направлении. Но, еще раз подчеркиваю, конечно, уровень собираемости за потребленную электроэнергию пока еще низкий. И, конечно, этот показатель в основном формируется физическими лицами, непосредственно населением. Что мы делаем для того, чтобы эту ситуацию также исправить, кроме того, что формируем учетную политику новую? Значит, сейчас у нас идет инвентаризация абонентов, соответственно, уточняющие данные будут, потом, соответственно, уже по результатам инвентаризации будет формироваться полноценная договорная база, значит, естественно, автоматизированная система учета, и, соответственно, выходящие из этого все процессы. Да, этот процесс не быстрый, да, этот процесс достаточно сложный, но в этом направлении действовать, безусловно, надо, потому что самостоятельно, без финансовых средств, содержать электросетевое хозяйство очень сложно. А мы сейчас говорим пока только о содержании, хотя нам предстоит развитие, потому что дефицит электроэнергии, он неминуем. Страна развивается, и говорить о том, что мы поставили приборы учета и закрыли все вопросы, это неправильно. Страна развивается, у нас только объем строительных работ за годы в разы увеличился, предстоит, как мы знаем, достаточно большие, значит, процессы в этом смысле. У нас люди очень серьезно вкладываются в создание соответствующих условий для извлечения прибыли, для коммерческой деятельности. Но любой объект может функционировать только при наличии стабильного, нормального электроснабжения. И здесь есть 2 варианта решения вопроса. Это дефицит покрывать за счет приобретения электроэнергии в перспективе, либо создавать самим объекты генерации, которые позволят покрывать потребности республики. Оба варианта имеют право на жизнь, но с точки зрения стратегических подходов, конечно, чтобы быть самодостаточным, а вопрос энергетики, он, безусловно, влияет на вопрос безопасности государства, поэтому нам, конечно, нужно ставить перед собой более серьезные цели и формировать самодостаточную энергетику. А это генерация. Поэтому говорить о том, что мы в течение 2 лет закроем эти вопросы и на этом все вопросы будут сняты в энергетике, конечно, нет. Это отрасль, которая требует развития. А для того, чтобы было развитие, нужно создать такие условия.
Поговорим и о борьбе с майнинговыми аппаратами. В 2023 году как эта работа велась, и есть ли какая-то статистика, да, в целом? Ну, вы знаете, да, по поручению президента был сформирован республиканский штаб по борьбе с майнингом, возглавляет его премьер-министр. На системной основе проводятся заседания штаба, даются соответствующие поручения. И, в принципе, значит, здесь работа ведется в нескольких направлениях. Первое – это законодательное сопровождение эффективной работы, значит, по борьбе с майнингом. В прошлом году был внесен законопроект Народное собрание парламента Республики Абхазия о мерах, которые позволяют, значит, конфисковывать оборудование для майнинга криптовалют. Это, на наш взгляд, очень правильная, эффективная мера, которая позволит более жестко действовать именно по отношению к тем, кто этим видом деятельности занимается. Поэтому вот мы ожидаем, что в первом чтении были приняты эти изменения. Тем не менее, могу отметить, очень эффективно и активно работу ведет Министерство внутренних дел Республики Абхазия. Вы знаете, уже за текущий год более 3500 единиц оборудования по майнингу криптовалют было изъято у населения, причем были закрыты достаточно немаленькие, так скажем, объекты. Есть сложности с тем, что у нас очень большое количество оборудования все-таки размещено непосредственно в жилых домах. И здесь самый эффективный метод борьбы, значит, с майнингом – это, безусловно, учетная политика. Соответственно, приборы учета потребления, ну и это эффективно с точки зрения быстроты решения данного вопроса. Тем не менее, работа продолжается, и ее ослаблять никто не будет. У президента поставлена жесткая задача справиться с этим вопросом. В продолжении данной темы скажите немножко и о вопросе газификации Республики Абхазия. Как сейчас идет работа в данном случае работа с этим проектом? На каком этапе? Да, соответственно, здесь важно отметить, что да, была проведена определенная работа по подготовке необходимого обоснования по, значит, газификации Республики Абхазия. В соответствии с поручением президента была разработана генеральная схема газификации Республики Абхазия, которая предусматривает 3 варианта реализации проекта. Это непосредственно газификация с целью, значит, создания генерирующих мощностей в республике. А вторая – это возможность частичной газификации республики для того, чтобы, значит, обеспечить возможность теплоснабжения, в основном объектов коммерческого характера, которые бы снизили бы объем энергопотребления. И третье – это стопроцентная газификация. Конечно, суммарный объем инвестиций, который необходим для решения вопроса стопроцентной газификации, это очень большой объем инвестиций, очень масштабный проект, и пока мы такую цель перед собой не ставим, мы сейчас перед собой ставим задачу, значит, реализации данного проекта именно с точки зрения создания генерирующих мощностей. В этих целях есть соответствующее обращение президента Республики Абхазия к руководству Российской Федерации о проработке проекта межправительственного соглашения, которое определяло бы порядок и условия реализации этого проекта. Этот проект, конечно, будет инвестиционным проектом, потому что, ну, республика не располагает такими активами для того, чтобы мы могли самостоятельно этот проект реализовать. И действовать мы будем в случае, если наше предложение будет поддержано, так же, как мы работали с проектом по реализации, по реконструкции аэропорта и восстановлению авиасообщения именно в таком алгоритме. То есть, если мы выйдем на соответствующее межправсоглашение, оно будет определять порядок, условия участников данного процесса и то, каким образом будут гарантированы интересы непосредственно Республики Абхазия. Кристина Константиновна, как реализуется инвестиционный проект по запуску Сухумского аэропорта, вообще на какой стадии? Ну, в течение 22-23 годов мы фактически занимались формированием организационных вопросов, которые обеспечили бы нам возможность реализации данного проекта. Вы знаете, что было подписано межправительственное соглашение, оно было ратифицировано в парламенте Республики Абхазия, после чего было подписано соглашение о государственно-частном партнерстве. На данном этапе уже фактически вот в процессе утверждения мастер-план, значит, по реконструкции и развитию аэропорта.
Надо сказать, что масштабный проект для Республики Абхазия, имеющий важное политическое и экономическое значение, стратегическое значение. И, безусловно, этот проект был инициирован президентом Абхазии и является одним из основных экономических проектов, которые сейчас реализуются. На данном этапе идут подготовительные работы к строительным работам непосредственно на объекте. Сейчас вот в ближайшее время будет утвержден мастер-план, и мы приступаем к строительным работам. Из основных вещей, что предусматривает инвестиционный проект. Первое – это то, что будет масштабная реконструкция данного объекта. Объект частично сохраняет собой государственную собственность. Это все, что касается аэродрома и аэродромной инфраструктуры. Значит, дислокация военно-воздушных сил Республики Абхазия сохраняется в той же локации, которая была изначально. Будет подписан между инвестором и Министерством обороны соответствующий договор. Вот. Все, что касается аэровокзального комплекса, это будет частной собственностью. Далее мы предусматриваем завершение необходимых внутригосударственных процедур об открытии неба. В данном случае речь идет о соответствующем международном договоре, который будет подписываться с российской стороной. Мы готовим соответствующие изменения в воздушный кодекс, который позволит нам эффективно этим процессом управлять. Ну и в целом задача, конечно, очень амбициозная. У нас срок, реализации проекта до конца 2024 года. Предстоит очень большая работа, но мы очень рассчитываем на то, что мы с ней справимся. В данном вопросе можно сказать, что наше общество разделилось на два лагеря. Одни верят, другие да, не верят. Вот насколько целесообразен, да, этот проект, реализация данного проекта, и насколько будет рентабельным все-таки? Конечно, здесь говорить о высокой рентабельности проекта на начальном этапе, безусловно, никто на это не рассчитывает, но это проект, который создаст определенный стимулирующий эффект для развития экономики в целом. И я уверена, что инвесторы, которые приступают к реализации проекта, очень хорошо представляют, что этот проект в перспективе будет достаточно эффективным. Конечно, на начальном этапе, наверное, будут сложности. И сложности будут с тем, что фактически 30 лет он не функционировал. И, конечно, определенный турпоток, который пользуется транспортом, прилетая непосредственно в Адлер, будут ориентироваться на наш аэропорт. Идет процесс гармонизации законодательства Абхазии и России по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией, как известно. Что на сегодняшний день уже достигнуто, каких переговоры ведутся? Ну да, программа гармонизации – это достаточно масштабный документ, который содержит в себе реализацию очень большого количества нормативно-правовых актов, регулирующих различные сферы жизнедеятельности нашего государства. Программа предусматривает 45 мероприятий, и внутри этих 45 мероприятий есть еще и подразделы. Могу сказать, что за 2 года проделана колоссальная работа нормативного характера. Нами совместно с коллегами, нашими уполномоченными органами Республики Абхазия в различных сферах и направлениях, совместно с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, практически на данном этапе уже проработано и принято более 23 законов, соглашений, меморандумов, актов правительства и внутренних документов в министерстве и ведомств. На завершающей стадии порядка 7-8 документов, которые уже находятся в парламенте. Какие-то из них приняты в первом чтении, какие-то мы ожидаем, что будут приняты до конца года. Часть законопроектов мы будем принимать в 2024 году. 2 документа серьезных межправительственных подписано. Это соглашение о двойном гражданстве, это соглашение о признании, о взаимном признании решений, арбитражных решений по экономическим делам. У нас принят таможенный кодекс новый, он вступит в действие в 2025 году. Он гармонизирован с таможенным кодексом стран ЕАЭС. У нас формируется новая таможенная тарифная политика. Это позволит увеличить доходную часть бюджета. Мы приняли изменения в законодательство в налоговой сфере. Это законодательство
законодательство об акцизах, о налоге на добавленную стоимость. Уже внесен в Народное собрание парламент Республики Абхазия законопроект об упрощенной системе налогообложения. Но мы будем, скорее всего, предлагать, значит, отлагательную норму вступления с 2025 года, потому что будем готовить новую систему администрирования, о которой я ранее говорила, для того, чтобы закон мог полноценно работать. Принят закон о контрольно-кассовой технике, который в рамках всей системы реформирования в сфере налогообложения позволит нам увеличить доходную часть бюджета и иметь более актуальную налогооблагаемую базу. У нас много документов принято в сфере, значит, в экономической сфере, в банковской сфере, в финансовой сфере. Принят, на мой взгляд, очень важный базовый документ о стратегическом планировании в Республике Абхазия. У нас подписан соответствующий меморандум с федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации о программном целевом подходе к планированию, значит, к социально-экономическому планированию. У нас очень много документов подписано в рамках реализации вопросов, связанных с техническим регулированием, вопросами стандартизации, вопросами промышленной безопасности. Президент внес предложение в парламент о создании персучета в системе пенсионного обеспечения республики. Это будет автоматизированная система, которая будет ввести соответствующий учет, значит, пенсионеров в Республике Абхазия. После этого будет принят закон, это следующий шаг, о пенсионном обеспечении, который также позволит определенные социальные гарантии предусматривать для граждан. У нас готовится целый пакет изменений в законодательстве в сфере здравоохранения, готовится, соответственно, базовый закон об образовании и ряд других законов, которые позволят регулировать те сферы деятельности, которые фактически недостаточно регулируемые были с точки зрения ужесточения требований в том числе, но и предоставления соответствующих условий для нормальной деятельности. Кристина Константиновна, благодарю вас за нашу беседу. Всего доброго. Спасибо большое. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать в Новом году всего самого хорошего. Уверена и очень надеюсь на то, что и этот год будет очень результативным, непосредственно для нас, для страны. Спасибо.